Еженедельное совещание председателя правительства Владимир Сластинин начинает с подведения итогов работы за 7 дней. Накануне в Ингушетии прошло закрытие фестиваля ГТО. В мероприятии приняли участие порядка 300 студентов из 40 регионов России. Премьер отметил, что фестиваль в республике прошел на высоком уровне и поблагодарил организаторов за ответственный подход. 44 города, для нас это тоже хорошая школа, в проведении таких крупных мероприятий. Сработали все службы хорошо, и безопасность, и транспорт, и волонтеры. Далее участники приступают непосредственно к повестке совещания. На рассмотрение сегодня 6 ключевых вопросов. Первый – реализация в Ингушетии национальных проектов и государственных программ. Как рассказал Бехкан Майсагов, работа в этом направлении идет по плану. По некоторым нацпроектам Ингушетия в зеленой зоне. Кассовое исполнение на сегодняшний день 2 миллиарда 840 миллионов, это 67,5% от общего объема средств. На 9 сентября по мониторингу Министерства финансов Российской Федерации по 6 национальным проектам кассовое исполнение республики превышает среднее значение по Российской Федерации. Среднее значение по стране 60,1. Отдельно говоря, по национальным проектам скажу, что национальный проект «Молодежь и дети» у нас касса 69,6, продолжительная и активная жизнь 62,4%, инфраструктура для жизни касса 68% по республике, экология 100%. Следующий вопрос – работа, проводимая региональным ЦУР. Специалисты мониторят информационное поле республики, следят за возникающими вопросами у жителей Ингушетии в социальных сетях, обрабатывают жалобы, обращения и передают в соответствующие министерства. Участникам совещания рассказали подробно о статистике и времени обработки звонков и сообщений. Было зафиксировано 11 информационных рисков, один из них был фейк, который был также отработан. 5 из 11 отработаны оперативно, 2 на контроле и не требуют срочной отработки, 4 переданы ответственным ведомствам и ожидают комментариев. По обратной связи на основе данных за прошлый период наблюдается позитивное изменение. Общее количество обращений граждан снизилось почти на 44% и составило 138 обращений. Все обращения были отработаны в строго установленные сроки, без просрочек, а среднее время ответа даже немного сократилось до 3 часов 6 минут. В Ингушетии стартовал проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа». Работать активисты в республике будут до 19 сентября. В регион уже съехались участники из Центрального и Южного федерального округа, Западной Сибири и Северного Кавказа. Главная цель проекта – укрепить межнациональное согласие через совместный общественно полезный труд, просвещение и медийную активность. В исполнении поручения председателя правительства Комитет по делам молодежи начал работу по сопровождению проекта «Маяки дружбы». В рамках проекта Федерального агентства по делам национальности 5 команд проекта помогает непрофессиональному взрослым работе по организации культурного наследия субъектов СКО. В республике живет участники из 5 регионов, это Москва, Донецк, Амурский округ, Белгород и Изнашин. В рамках совещания обсудили также ход отбора на военную службу по контракту, рассмотрение проекта о внесении изменений в статью 4 закона Ингушетии от 10 апреля 2009 года об отдельных вопросах муниципальной службы в Ингушетии. По всем вопросам Владимир Сластинин дал соответствующие поручения. Лина Цичоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.